Меня зовут Пайруза Анталя Рахмановна. Я работаю преподавателем русского языка в средней общеобразовательной школе номер 60 района Сино, города Душанбе на протяжении 38 лет. 38 лет в этом году исполнилось, как я пришла работать в эту школу. Это моя родная школа, это мой дом. Это очень философский вопрос. Человек родился, он живет долгую и очень разнообразная у него жизнь. И, конечно, каждому человеку больше нравится, когда он встречает что-то доброе, да? Когда с ним хорошо обращаются, когда он обращается с культурными людьми, когда видит добрые дела. А что такое доброе дело? Вот я считаю, что добрые дела надо воспитывать у детей с раннего детства. У Маяковского есть такое стихотворение. Что такое хорошо, что такое плохо? Крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И вот папа объясняет ему, что с детства. А добрые дела, вы знаете, вот сейчас в своем возрасте я могу сказать, что добрые дела нужно делать для того, чтобы они засчитались тебе в будущем. И, знаете, говорят, что мир спасет красота и доброта. Так что без добрых дел жить невозможно. Доброта, добрые дела для меня – это смысл жизни каждого человека. Он рожден для того, чтобы творить в мире добро. Я многим людям доверяю. Я очень доверчивый человек и очень часто получаю за это, потому что иногда бывает так, что не оправдывают твое доверие, но все равно как-то хочется верить всем, потому что когда ты общаешься с людьми, которые находятся в твоем окружении, кажется, что каждый из них твой друг, твой близкий человек, каждый из них понимает тебя, и ты думаешь, что я могу любому доверить все это. Но я считаю, что доверять надо, прежде чем что-то кому-то доверить, надо этого человека хорошо узнать. Понимаете, можно так доверить, что потом просто будет очень много неприятностей. Доверять надо тем людям, которые достойны доверия. Очень. Я очень люблю себя. Знаете почему? Потому что я, может быть, это и не скромно, но я одна дочь у мамы и папы. У меня интернациональная семья русская. Мама у меня была покойная, Гузарсаги. Папа мой, он был таджиком. И вот вы знаете, как в таких семьях мало бывает многодетные. Обычно это... И вот я была одна единственная, и мне всегда говорили, вот ты наша принцессочка, ты наша вот самая-самая-самая-самая. Меня приучили к тому, что я самая-самая, но мне всегда говорили, что никогда, вот мы тебя называем самой-самой, но ты нас не подводи. Да, я люблю себя. Почему? Потому что если я не буду себя любить, это я считаю, что неправильно. Каждый человек должен себя любить. Дело не в том, что прям любить и обожать, как вот принц Нарцисс. А моя любовь заключается в уважении к самой себе. Что такое уважать себя? Честно работать, уважать окружающих, любить детей в школе, стараться провести урок так, чтобы было интересно. Если я себя любить и уважать не буду, потом я не буду стараться это делать. Я хочу быть лучше всех и на уроках, и везде. Я хочу, чтобы дети понимали, что я стараюсь для них. И то есть вот это моя любовь, это быть лучшим в профессии. Может быть, дома лучше, как родитель, но у меня не всегда получается, потому что мои дети всегда говорят: мам, родные дети у тебя в 60-й школе, а мы у тебя двоюродные. Не знаю как, но я считаю, что человек должен вот не самозабвенно вот так любить себя, любоваться, зазнаваться, а вот любовь должна равняться слову уважение. Стараться быть лучшим везде и во всем.
дружба – это очень сложное, интересное понятие, очень ответственное понятие. Дружба – это когда тебя чувствуют так, как ты себя чувствуешь. Вы знаете, вот когда в наши времена дружба была совсем другой. Сейчас тогда говорили, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сейчас не имей 100 друзей, а имей 100 рублей. Тогда у тебя будут друзья. А когда эти деньги у тебя испарятся, и друзья у тебя тоже исчезнут. А вот в наши времена нет. Мы учились в я выпускница 60-й школы, в которой работала. У нас был замечательный класс, у нас была замечательная классная руководительница Дорошенко Людмила Григорьевна, она нас воспитывала. И вот эта дружба, вы знаете, уже я в 1974 году закончила школу, посчитайте, сколько лет прошло, и мы до сих пор дружим. Мы до сих пор друг без друга не можем. У меня есть очень верный друг, и зовут ее Барникова Галина Николаевна. Вы знаете, дело в том, что у меня случилось горе, у меня умер старший сын, после него второй сын через год. И она не смогла, она когда узнала, что умер мой второй сын, она бросила все свои дела и приехала сюда. Она мне в трубку сказала, когда она сказала: Наталья, ты не умирай, ты только не умирай. А я действительно, я уже вот и просто умерла. Мне было абсолютно безразлично все вот. Но она приехала, и она вдохнула в меня жизнь. Я поняла, что есть человек, который меня... Но дело в том, что когда родились мои дети, она же моя близкая подруга была, и очень часто она нянчилась с ними, она была им как вторая мама. И вот когда она оказалась рядом со мной, я ощутила это плечо. Дружба, без дружбы жить вообще невозможно, понимаете? Дружба – это когда есть люди, на которых ты можешь опереться. Друг – это человек, который всегда в самую трудную минуту забудет о себе и поможет тебе. Друг – это человек, который может за тебя отдать свою жизнь. Не в прямом вот таком смысле застрелиться вместо тебя или повеситься, а вот когда тебе очень трудно, он придет, и вот в эту трудную минуту будет рядом с тобой. Сейчас очень мало таких, но они есть. И вот моя задача, я считаю, как у учителя, воспитывать в детях вот это чувство ответственности, доброты, самопожертвования. Дружба – это великое слово. Ой. Нет, он бы не был лучше без человеческой жизни. Вы знаете, вот опять здесь дело в том, что жизнь прекрасна. Каждый человек украшает землю. Ну, не каждый, допустим, но в основном, да, люди являются украшением. Смотрите, экологические вопросы. Опять две стороны, да. Кто-то бережет, а кто-то портит экологию. Опять, ну вот, я не знаю, как здесь просто зависит от человечества. Человечество должно как-то сесть и задуматься. Вот сейчас идет эта пандемия, да, этот коронавирус. Я не знаю, да, я не могу сказать, что я прям глубоко верующий человек, я не фанатка. Но я думаю, что это кара Господа Бога. Это газаби худо. Потому что люди перестали друг друга уважать, перестали любить, перестали задумываться над смыслом этой жизни. И вот над тем, как надо правильно жить, украшать эту жизнь или нет. Ведь часто живут люди как животные, просто вот потребители. Нет, нужно жить так красиво, чтобы после себя оставить какой-то хороший след. Ведь недаром говорят, что значит надо сначала родить сына, построить дом, посадить дерево. Если каждый человек родит сына или дочь, построит дом и посадит дерево, мир будет прекрасен. Не срубит, не сломает, не убьет, а вот именно посадит. Все зависит от человечества. Но жизнь дана для того, чтобы приукрасить этот мир. Вот вы знаете, у меня в моей школе только хорошие воспоминания. Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что я работаю в той школе, которую сама закончила. Я очень часто сравниваю то время и это время. Говорят, молодежь плохая, молодежь неплохая.
Просто сейчас нет той идеологии, сейчас нет того порядка. Ведь тогда нас воспитывали как любовь, комсомол и весна. Делаем салют, общественное выше своего. Сначала Родина, потом ты. А сейчас как? Сейчас сначала мой карман, а потом все остальное. Я не могу сказать. Самое счастливое воспоминание, ну вот самое последнее счастливое воспоминание, самое последнее, это вот ваш класс «Алидион». Те мероприятия, которые мы проводили, эти грандиозные мероприятия, которые потом сравнивали с Дворцом съездов в Кремле. Помнишь, тогда был, когда, да, и Пушкин, а День Победы, помнишь, когда мы этого дедушку поздравляли, Нилюфаринова, и когда директора всех школ сидели, и они сказали: «Малима, это не таджикский класс». Да, нет, у нас нету классов с русским языком обучения, это мои дети. И так выступили, и один из директоров встал и сказал, что мне так приятно. Я сидел, смотрел эту программу, мне казалось, что я сижу в Кремлевском дворце. Для меня это была самая высокая оценка. Это очень счастливый момент, потому что мои дети, мои ученики, они почувствовали это. А Пушкинский вечер, это вообще у нас, я не знаю, это было грандиозно. И если бы Пушкин был жив, он бы сказал: да, я не зря прожил свои 37 лет, меня через 250 лет в Таджикистане вот так ребята знают. Нет, в школе очень, вот в 60-й школе, это моя жизнь, самое счастливое, что было в моей жизни, это было в 60-й школе. Это мои ученики. Нет, он не может так, потому что, понимаете, это должен быть либо святой, либо какой-то грешник, потому что философия жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Жить в обществе и быть свободным, мы связаны с этим обществом. А если он живет среди всех, ну не знаю, нет, мне кажется, это нереально, очень трудно. Это отшельник, где-то монах какой-нибудь, но он же не в обществе, он же где-то. Так что очень сложно. От общества свободным быть нельзя. Но если говорить о жизни животного мира, вот, допустим, бабочка, она живет сутки, да, там несколько суток, вот. Жизнь – это такой промежуток времени, который дан каждому из нас для того, чтобы проявить себя. Жизнь – это то, во имя чего мы пришли на этот свет. Жизнь – это то, что мы должны запрограммировать и вот эту программу за этот промежуток выполнить. Вот это наша жизнь. Счастье. То, что ты живешь на свете, это уже счастье. Когда ты любишь свою семью, своих детей, когда у тебя все хорошо в семье, это счастье. Когда ты любишь работу, когда ты работаешь в 60-й школе, когда у тебя замечательные ученики, которых я обожаю, это счастье. Самое большое счастье для меня – это моя школа, это мои ученики. Я всегда всем говорю, что это мое счастье. Я самый счастливый человек за то. Я хотела быть врачом всегда с детства, но так получилось, что я боюсь крови. И когда я еще в школе училась, то если где-то не было учителя, заболел, я в старших классах, мне говорят: Наташа, иди, пожалуйста, в этот класс, проведи там урок. То русского языка, или там Ахмед Давлетшевич, Рахмати, он наш зауч был, он говорит: Наталья Джон, Ильтимус, вот там русский класс, там таджикский язык провести надо. Я говорю: ну я не смогу. Он говорит: ну там учебник, ты сможешь, помоги, мне надо вот в районо бежать. И вот представляете, вот наши же учителя нашей школы, покойная Марья Петровна Богатырева, она говорила, когда уже пришла в качестве учителя, она так обрадовалась и говорит:
ну, теперь я пойду на пенсию, я спокойно, здесь все будет хорошо, понимаете? Да, это сложно, конечно, но так. Сила. Да, вопрос интересный. Сила в правде. Ты помнишь, этот фильм «Брат» был, да? Сила в правде. Сила в дружбе, в твоих друзьях. Сила в твоей семье. Вот моя сила в моей семье. Потому что я знаю, что никогда в жизни мои дети меня не оставят. У меня замечательные дети. Мой сын Тимур, дочки мои Малика и Лола. Я знаю, что они... Я знаю, что школа моя, 60-я, мои ученики меня никогда не оставят. Потому что пока я летом болела, без конца были звонки, спрашивали: Наталья Рахмановна, вам что-нибудь надо? Я говорю: нет, но ко мне домой не приходите, потому что коронавирус – это не шутка. От того, что вы придете со мной пообщаетесь и заболеете, мне от этого будет хуже. Поэтому на воротах карантин. Когда все пройдет, пожалуйста, в любое время. Но все время звонили. Сила в твоих друзьях, в твоих коллегах. Сила, вот лично для меня еще и моя подруга, моя Галина Николаевна, дай Бог ей здоровья, ей, ее сыну Саше, его семье. У меня там 2 внучечки есть. Так что дай Бог им здоровья. Сила это то, что нужно каждому человеку. Сила. Но я еще раз говорю, она заключается в дружбе, в семье, вот в том, как у тебя складываются отношения с окружающими. Сила очень-очень важна для каждого. Дорогие друзья, я нахожусь в газетно-журнальном комплексе. Здесь очень интересная программа. И программу составил мой любимый ученик Алидjon. Вообще, это класс был любимый, вот обожаемый, родной. Но он как-то с 5 класса вместе со своим папой помогал мне готовить все мероприятия. Вот эти вот песни о войне или 19 век, вся эта музыка, это все было через его папу, то есть они записывали мне на кассету, и это было, конечно, украшением наших вечеров. И сейчас Алидjon работает в этом комплексе, и мне очень приятно. Я думаю, что каждый из вас, кто хочет высказаться, тот может прийти и высказать здесь свое мнение. Здесь не то, что там вот прийти кого-то раскритиковать, да, а просто рассказать, да, из своего опыта. Вы знаете, очень интересно мне, я не ожидала, очень интересные вопросы. Приходите сюда и общайтесь с Алидjoном, замечательная программа. Я думаю, что она должна иметь будущее, потому что если бы было побольше таких программ, она очень социальная. Было бы интересно. Почему-то мы смотрим в России это шоу, да, мы смотрим Малахова, Корчевникова. Ну а почему нам такие не создать? Это даже, она ничем, вот несмотря на то, что он молодой, что он только 2 года назад закончил школу, у него вот такие замечательные вопросы на 2 языках, может даже на английском, и все. Вот у него и на английском будет. Приходите, уважаемые друзья, вам здесь очень понравится. Вот все, что у вас на душе, вы просто возьмете и выскажете. Так что приходите. Спасибо за приглашение, мне очень приятно. Это для меня большая честь, что ты не забыл меня и пригласил сюда в эту интересную программу. Спасибо огромное. Всего доброго.